Ну вот, ребят, девочки, вот посмотрите, пожалуйста, вот очень интересно. Вот две птицы прямо на наших глазах совершают брачные игры. Птичья романтика в самом разгаре. К этому времени чомги распускают перья на затылке и отращивают рыжие бакенбарды. В подарок любимые водоросли, а после начинаются танцы. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны. Это далеко от уток птиц, это совершенно другой отряд, отряд поганкообразный, который охотится в основном на все то, что плавает в воде. Чомга от слова «щума», что в переводе с татарского «нырять», или просто «большая поганка». Когда птица плавает, виднеется только ее длинная шея и высокий воротник. Именно поэтому она напоминает всем известный гриб. В рационе черви, стрекозы, жуки, водоросли и мальки пока на всех хватает, хотя уже десятки чомг, а в зарослях более 20 гнезд. Своим весом птица погружает их в воду. Такие условия необходимы для развития потомства. Озеро городское, находящееся в центре города, является достаточно привлекательным для туристов. Количество птиц, которые здесь появились и появляются, просто показатель чистоты воды и самого места. Когда-то чомги приземлились здесь для отдыха во время перелета. Условия оказались благоприятными, остались. По секрету, птицу наблюдают в Казани уже более 5 лет, но только сейчас она выходит в люди. Ей не нужны ни фотографии, ни батон, ни диалоги по душам, поэтому предпочитает обитать в среднем или дальнем Кабане. Мы с детьми все время приходим сюда подкармливать. Мне нравится их кормить, потому что за ними можно ухаживать. Любят друг другу, подходят друг к другу, вытягивают шеи и это объясняется между собой. Озеро Кабан излюблено не только жителями столицы и ее туристами, но и птицами. По соседству с чомгами кряквы, чайки, лебеди, лысухи и даже представители из Красной книги камышницы. Лилия Кашварова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.